Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школа мордовских языков. Я Кристина и мой замечательный друг и помощник Ойгараш продолжаем знакомить вас с удивительной страной макшанского языка. Шумбрат, Кристина, Шумбрат, Адыялгат. Ребята, наш сегодняшний урок посвящен необычной теме, очень важной для всех жителей нашей необъятной родины – России. Скорее же, начнем. Нас ждет много интересного, друзья. Послушайте стихотворение и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Наша страна – большая семья. Важен в ней каждый, и ты, он, и я. Перепись в нашей семье словно свет поможет создать семейный портрет. Правильно, ребята, в этом стихотворении говорится о переписи населения, которая стартовала в России 15 октября и будет длиться до 14 ноября. Итак, тема нашего урока «Семберосиян ломатнин лукснан сёрмадамасна» – всероссийская перепись населения. Ребята, вы, наверное, многие уже слышали об этом событии от родителей, учителей и товарищей и узнали, что перепись населения – это сбор информации о нас с вами, обо всех людях, которые в определенное время живут в нашей стране. Для проведения этого учета обученные переписчики обходят все жилые дома в стране. Кроме того, можно будет самостоятельно переписаться в интернете через сайт госуслуг или на переписных участках. Друзья, назовем вместе с вами на макшанском языке слова, относящиеся к нашей сегодняшней теме. Сёрматвтамс – переписать, переписаться. Сёрматвтысь – переписчик. Сёрматвтамань кагат – переписной лист. Сёрматвтамань васта – переписной участок. Молодцы! Ребята, а вы знаете, для чего проводится перепись населения? Правильно, для того, чтобы знать, сколько людей проживает в нашей стране, сколько мужчин, женщин, девочек и мальчиков. Назовем эти слова на макшанском языке вместе. Ломань – человек, ава – женщина, аля – мужчина, стерня – девочка, теораня – мальчик. Ребята, а теперь попробуем составить с этими словами вопросительные предложения. С помощью слова «мзяра» – «сколько». Повторяйте за мной. «Мзяра ло матерях Россияса». Сколько людей живут в России? Мзяра аватерях Россияса. Сколько женщин живет в России? Мзяра аля терях Россияса. Сколько мужчин живет в России? Мзяра теоранят эрехт Россияса. Сколько мальчиков живет в России? Мзяра стернят эрях Россияса. Сколько девочек живет в России? Молодцы, ребята! Перепись населения включает и другие важные вопросы о родственных отношениях в семье, половой принадлежности, возрасте, национальности, месте рождения. Назовем слова на макшанском языке, обозначающие населенные пункты, месторождения или проживания нас с вами. Повторяйте за мной. Ош – город, Веле – село, поселка – поселок. Ну а теперь попробуем с этими словами составить предложение. Монырян Ошса – я живу в городе, Монырян Велеса – я живу в селе, Монырян Поселкаса – я живу в поселке. Молодцы, друзья! Ну и не менее важным вопросом в переписи населения является это владение и пользование языками. А каким языком владеете вы? Какой язык ваш родной? Какими языками, кроме своего родного, вы еще владеете? Чтобы ответить на эти вопросы на макшанском языке, вам пригодятся следующие сочетания. Родной кяль – родной язык, рузань кяль – русский язык, мокшин кяль – макшанский язык, эрзян кяль – ирзянский язык, татаран кяль – татарский язык, английская кяль – английский язык, немецен кяль – немецкий язык. Молодцы, ребята! Вы славно сегодня потрудились, однако наш урок уже подошел к концу. О чем мы сегодня с вами узнали? Мы узнали, что такое перепись населения, когда и для чего она проводится.
а также узнали много слов и выражений на макшанском языке. Научились составлять с ними предложения. Ребята, нам с вами было очень хорошо. Надеемся, что и вам с нами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром макшанского языка. Смотрите новые выпуски Школы мордовских языков на сайте Мордовского государственного педагогического университета, а также ВКонтакте и в Инстаграм. Васи демызынг, кельгамы ялгат. Немызынг.